В каком регионе выпустили первый советский экскаватор, где российские ученые пробурили самое крупное подледниковое озеро на Земле? Почему котов на Руси могли себе позволить лишь зажиточные люди? Всего на 40 вопросов предстояло ответить участникам очередного географического диктанта. Центральной площадкой традиционной акции в Чебоксарах стал Чувашский государственный университет. Здесь свои знания проверял и глава республики. С подробностями Дмитрий Ковалев. Несмотря на то, что диктант называется географическим, его участникам необходимо хорошо ориентироваться и в истории страны. К примеру, оказались правы те, кто на вопрос, какой город возник благодаря лисице, выбрали ответ мирный. Возле норы именно этого животного в республике Якутия геологи обнаружили алмазоносную породу кимберлит. Просветительская акция раскрывает немало интересных фактов о стране. Максимальное время на прохождение теста – 45 минут. Я пришла писать географический диктант уже второй раз. В прошлом году тоже написала, результаты были тоже очень хорошими. Всего 40 вопросов о малоизвестных открытиях, достопримечательностях регионов, истории страны. Задания для тестов Олег Николаев назвал довольно непростыми. Глава республики участвовал в диктанте еще и в качестве руководителя попечительского совета Русского географического общества в регионе. Надо вспомнить большой массив данных истории. Зачастую, можно сказать, здесь практически не находится нужного ответа сразу с первого раза. Приходится анализировать, действовать методом исключения, включать логику. И вот именно такой подход построения диктанта, а самое главное размышление для нахождения нужного ответа, мне кажется, очень полезен для того, чтобы, как минимум, либо найти правильный ответ. В этом году в республике было открыто сразу 70 локаций географического диктанта. Участников акции даже приглашали на смотровую площадку Государевой горы в Мариинском посаде. Несмотря на далеко не теплую погоду, желающих ответить на вопросы с видом на Волгу было немало. Кто мерзнет, мы мерзнем, мы не мерзнем. Мне так идет голубой, фиолетовый. Впрочем, ответить на вопросы можно было не только очно. Вплоть до 1 декабря тесты доступны на сайте просветительской акции. Подсматривать в интернете не запрещается, но организаторы советуют не пользоваться подсказками. Глава региона отметил, что количество участников географического диктанта в республике продолжает расти. Просто еще раз больше узнаем, прежде всего, свою страну. Потому что к диктанту уже всегда готовимся, стараемся показать хороший результат, потому что привычка у нас такая. Единый порыв, который нас друг друга с одной стороны усиливает, а с другой стороны поддерживает, а самое главное, объединяя, вселяет уверенность. Мне кажется, это самое главное. Колоритные снимки флоры и фауны республики участникам диктанта показал заповедник Присурский. К примеру, крупные кадры животных сделали при помощи фотоловушек. В Батаревском округе на протяжении многих лет наблюдают за колонией сурков-байбаков. Эта колония известна науке с 1642 года. Ну и плюс еще сам объект чрезвычайно интересный. Все знают поговорку «спит как сурок», но иногда люди не могут пояснить, откуда такая поговорка. А сурки спят 8 месяцев в году. Таков у них цикл жизни. Это именно наши чувашские животные и растения, которые можно встретить в любом лесу. Это действительно объекты животного мира, которые есть в нашей маленькой республике, но чрезвычайно интересной. Я рекомендую ее посмотреть каждому. Фотовыставка об экспедиционной деятельности Чувашского отделения Русского географического общества создана нашими сотрудниками, которые непосредственно были в этих экспедициях и по территории Чувашской республики, по прохождению Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Итоги очного и онлайн-этапов географического диктанта подведут 12 декабря. Результаты организаторы обещают опубликовать на сайте акции. Дмитрий Ковалев, Татьяна Матросова и Павел Ирытков. Национальное телевидение Чувашии.